Да. Пожалуйста, вам слово. В рамках Сюда частной временно. жалобы, в рамках вашей частной жалобы, я вас очень прошу, потому что мы сейчас по существу не рассматриваем ваше административное заявление, вы об этом знаете. Ну, вот, Да, в этой чтобы связи давайте вот сэкономить ваше время, тут, чтобы получилось складно, тут расписано, я зачитаю с вашего позволения. Вас пропустить? Да. Свое мнение. Он свое отношение к этому Да. хочет Вы сказать. уже выразили свое отношение к частной жалобе. Пожалуйста, если вы желаете Да, дополнить. уважаемый суд, Дополнить он хочет. я являюсь председателем ветеранской организации уже более 3 лет, и в 20 лет пошел защищать Родину, чтобы отстоять право на цивилизованное государство, в котором прокуратура, суды, МВД, СГБ отстаивают права граждан суверенной Абхазии. К каждому из вас я отношусь с уважением, но меня удивляет решение судей Верховного суда, которое утверждает, что указ президента является ненормативным актом и что награждение орденом Ахет Запша не касается ветеранской организации. Пару слов о деятельности нашей организации. Мы общественная организация ветеранов войны. Стоим на страже завоеваний народа Абхазии в Отечественной войне, свободы и государственности. АРВА всегда находится в гуще всех политических событий, защищая права ветеранов и граждан нашей страны. Раз так, то к награждению высшим орденом страны, за которую мы проливали кровь, без сомнения имеем самое прямое отношение. Наше возмущение награждением Александра Анкваб высшим орденом Абхазии мы выразили в своем заявлении от 27 декабря 2022 года. На это обращение отдел дознания МВД от некого заявителя начал проверку на предмет содержания в нашем заявлении клеветы на Александра Анкваб. Получается, что когда нас вызывают в МВД за то, что мы критикуем указ президента, допрашивают, то это имеет ко мне лично и к АРВА прямое отношение. Но когда мы говорим, что указ президента нарушает закон о государственных наградах и почетных званиях и обращаем в суд, то судьи отказывают нам в рассмотрении искового заявления на том основании, что нас это не касается. Ну, не очень-то логично. Мы считаем, что указ нарушает не только закон о государственных наградах, но и несет в себе отрицательную моральную составляющую и является оскорбительным для всех граждан страны. Так как Анкваб не совершал поступков, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства, как это прописано в законе. Более того, общеизвестно, что в 1994 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Анкваба по факту передачи оружия от МВД, который он возглавлял, Комитету государственной безопасности, который возглавлял Исельяне. То есть, по сути, оружие, в котором нуждалось абхазское ополчение, было передано грузинам. Это не голословное заявление. В нашем распоряжении имеется ответ прокуратуры, свидетельствующий о том, что данное уголовное дело было возбуждено и до сих пор не закрыто. Орден Ахет Запша – высшая государственная награда. Ей должны награждаться люди с безупречной репутацией и биографией. Личность Анкваба не соответствует параметрам, которые подходят под кавалера ордена Ахет Запша, тем более первой степени. Должен обратить внимание суда и на то, что решение о награждении Анкваба орденом в честь дня рождения президент Бжаня принял единолично. Комиссия по наградам при президенте не рассматривала этот вопрос. В связи с вышеизложенным просим вас удовлетворить нашу частную жалобу и отменить определение судьи Верховного суда Республики Абхазия от 22 марта 2023 года. Благодарю за внимание.